Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем печь очень вкусный вишневый пирог. Сначала мы поставим тесто. Для теста нам понадобится 180 грамм теплых дрожжей, 180 грамм теплого молока, 1 яйцо, 60 грамм мягкого сливочного масла, 20 грамм дрожжей, 1 чайная ложка соли и 2 чайные ложки сахара. Для начинки понадобится вишня, у меня замороженная, я ее откинула на дуршлаг, чтобы с него сок вытек. Вишня у меня здесь 500 грамм, и вот здесь еще сок от вишни. Для этого нам для начинки надо будет еще 100 грамм сахара и 3 столовые ложки крахмала. Сейчас сначала будем ставить тесто. Сейчас добавляем дрожжи. Чуть-чуть не забыла дрожжи положить. Хорошенько размешаем и будем месить тесто. Добавляем сливочное масло мягкое. Вот такое мягкое тесто я замесила. Сейчас уберем ее на расстойку примерно на 1 час. Поставим в теплое место. Пока поднимается. Пока наше тесто поднимается, займемся начинкой. Для этого надо будет, вот у нас тут сок от вишни. Сейчас будем его уваривать. Для этого добавляем сюда 100 грамм сахара. У меня здесь 3 столовые ложки крахмала. Разводим его водой. Грамм 100 примерно воды, наверное. Много не надо. Размешиваем, чтобы не было комочков. Размешиваем. Сейчас это будем варить. Вишневый сок я уварила, вот такой вот кисель у нас получился. Я его довела до кипения и где-то 2 минуты, наверное, проварила. Вот такой получился у нас кисель. Сейчас мы его выключаем. Надо будет добавить сюда вишни. Вот такой вишневый сироп у нас получился. Сюда опускаем наши вишни. Вишни это очищенные, без косточек. Все это размешаем. И будет это у нас остывать, пока тесто поднимается. Вот такая начинка у нас получилась. Пусть пока остывает. Тесто подошло. Сейчас будем делать наш пирог. Тесто очень мягкое, хорошее. Сейчас поделим ее на большую, на маленькую. Это у нас будет верхушка и лишняя часть. Вот такой толщины примерно тесто я раскатала.
Сковородку я помазала растительным маслом. Делаем бортики обязательно. Смотрите, вот такая густая начинка у нас получилась. Очень вкусная. Вот такое тоненькое тесто я раскатала для верха. Сейчас будем закрывать наш пирог. Сейчас завис. Край пирога вот так вот защипываем. Так, в самом центре делаем небольшую дырочку, чтобы наша крышечка не открывалась, не поднималась. Смажем растительным маслом. Сейчас будем делать штрезель, то есть крошку, чтобы посыпать наш пирог. Так, 2 столовые ложки муки, столовая ложка сахара и столовая ложка растительного масла. Такая крошка у нас получилась. Посыпаем наш пирог. Пирог сразу в духовку не ставим, пока оставляем на столе, пусть он поднимется немножко, где-то минут на 20. Потом при температуре 200 градусов печем где-то 30-40 минут, пока не зарумянится. Наш пирог готов, он остыл, я его разрезала, вот такой красивый, очень сочный, очень аппетитный получился. Попробуйте вы тоже приготовить, это очень-очень вкусный пирог. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания, большое всем спасибо.